Исследование, проведенное американским аналитическим центром Jamestown Foundation, показало, что политика принудительной занятости и сокращения бедности в оккупированном Восточном Туркестане будет продолжаться в течение года и что принудительный труд станет более распространенным, но менее заметным. Согласно исследованию, оккупационное китайское правительство усиливает требования к трудоустройству и образованию для уйгурского сельского населения с целью обеспечения занятости каждого человека, как это предусмотрено в его пятилетнем плане. Отмечается, что права землепользования были переданы от местных фермеров государственным корпоративам, а местные жители были вынуждены работать на оплачиваемой основе за счет принудительных переводов рабочей силы. Автор отчета Адриан Зенц добавил, что в результате принудительный труд уйгуров стал одновременно более распространенным и более коварным. В Великобритании студенты Кембриджа начали кампанию за права уйгуров в ответ на молчание в университете против обращения Китая с уйгурскими мусульманами. Уйгурские турки в Турции призвали к проведению подобных мероприятий и в университетах страны. Важность кампании заключается в ее сопротивлении культурному геноциду в Восточном Туркестане, который они описывают как попытку уничтожить уйгурский язык, обычаи и традиции. Во время недавней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Китая Ван И призвал к отмене санкций США в отношении китайских фирм и частных лиц. В пятницу на встрече в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности администрация Байдена запретила продажу определенных технологий китайским компаниям, сославшись на соображения национальной безопасности. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, министру Ван И исполняется 60 лет. Накануне он встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Ван И заявил, что Китай планирует развивать отношения с Украиной нормальным образом, независимо от того, как изменится международная ситуация. Китай не будет продавать смертоносное оружие конфликтующим регионам или конфликтующим сторонам, заявил Ван И. Несмотря на то, что Китай подчеркивает свой нейтралитет в украинском кризисе, позиция Пекина, который воздерживается от осуждения Москвы за войну и углубляет стратегическое партнерство с Россией в процессе, вызывает критику со стороны США и западных стран. Правительство Венгрии отклонило предложение встретиться с сенаторами США, которые добивались одобрения членства Швеции в НАТО. Двухпартийная делегация сенаторов США отправилась в столицу Венгрии Будапешт, чтобы призвать правительство немедленно одобрить просьбу Швеции о вступлении в НАТО. Группа, которая подготовила совместный проект резолюции о позиции Венгрии, не была принята ни одним из членов венгерского парламента. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Ферхан заявил, что для установления дипломатических отношений с Израилем сначала необходимо создать независимое палестинское государство. На сессии Мюнхенской конференции по безопасности Фейсал бин Ферхан рассказал о позиции своей страны в отношении событий в Газе и палестинского вопроса. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германии необходимо развивать более тесные отношения со странами Африки, несмотря на политические разногласия, чтобы противостоять влиянию России и Китая.